Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вас ищет? Кто этот человек? Зачем он вас ищет? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Просто загадайте на себя. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Послушайте, узнаете. Интересненько. Здесь показывают мужчину. Мужчина, который очень хорош собой. Мужчина, у которого открытое светлое лицо. И мужчина, который для женщин очень сильно привлекательный. Мужчина, у которого много поклонниц. Вот такого мужчину показали. Много. Да? Он интересен женщинам. А женщины не дают ему прохода. Либо любая из женщин, кто в его окружении, готова с ними, не знаю, на край света пойти. Красавчик. Мужчина красавчик. И не только внешне, но и по жизни. Да? Возможно, мужчина очень успешный, состоявшийся. Мужчина, которому есть что женщине предложить, да? Помимо там физических данных, симпатичной мордашки, еще и, например, мужчина зажиточный, да? Либо мужчина, хорошая работа, достаток есть. Да? Очень много поклонниц, очень много женских сердец он будоражит. Либо очень много женщин хотели бы его себе. Вот такой мужчина. А он как будто бы, знаете, никому в руки не дается. Он дорожит своей независимостью, дорожит своей самостоятельностью, дорожит тем, что он принадлежит сам себе. С женщинами он общается, но общается постольку-поскольку. Никого близко к себе не подпускает. Мужчина, который знает себе цену. Либо мужчина, который ищет какой-то вот золотой идеал, ну, в его понимании. Поклонниц много, а любви в жизни нет. Либо поклонниц много, но ни одна на него не произвела такого впечатления, какое произвели вы. Этот мужчина, он вас где-то то ли видел, то ли слышал, то ли видел и слышал. В общем, что-то вы такое сделали, что произвело неизгладимое впечатление. И сколько бы времени ни прошло, этот мужчина все думает о вас. Думает о том, что вы какая-то особенная, ни на кого не похожая, уникальная. Сочетаете в себе несочетаемые характеристики для женщин. То есть внешне хрупкая, тоненькая, такая, знаете, воздушная, и тут же там с сильным волевым характером, либо с какими-то очень яркими активными действиями. Что-то вы такое делали в его присутствии, либо на его глазах, что ему просто врезалось в память, и сколько бы времени прошло, он никак не может забыть. Он даже не может выдохнуть этот момент, он до сих пор в восторге. Понимаете? Вот он думает, такой глаз загорается, думает, что за женщина? Это не женщина, это мечта. Очень необычная вы для него. Мужчина, который очень мало на самом деле о вас знает, мужчина, который хотел бы о вас как можно больше узнать, вы его как будто бы вдохновили, вы как будто бы сердечко его тронули, знаете, вот пощекотали. И он такой: о боже, со мной такого раньше не было. Вы с этим мужчиной контактировали некое время назад. То есть у кого-то отыграется там пару дней, у кого-то отыграется, может, пару недель, у кого-то пару месяцев. Но не лет, точно не лет. Этот мужчина, он сейчас сожалеет очень сильно, что он с вами либо недостаточно глубоко познакомился, либо он не смог, например, к вам подойти, да, в силу каких-то обстоятельств. То есть вы у него в памяти с каким-то действием, и это незабываемо, восторг, восхищение. Опять же, красота его поразила ваша. И также то, какое было выражение вашего лица. Вот он какую-то картинку все время перед глазами содержит, я не могу понять, что это. Но это не фотография, это скорее по памяти он что-то помнит, как-то вы по-особенному выглядели.
Да, вы могли с ним быть знакомы, вы могли с ним познакомиться после этого, но то ли вы не обменялись контактами, то ли, может быть, вы ему специально, да, о себе ничего не стали рассказывать, а может быть, специально неправильный телефон дали, либо он неправильно записал, понимаете, тоже может быть. Вот что-то произошло. И этот мужчина, он вас по большей части ищет через каких-то людей и также через интернет. Но а вы либо такая тихушница, да, возможно, вы не ведете соцсети, либо вы их ведете, но они у вас закрыты, да, вы кому попало не даете возможность наблюдать за вашей жизнью. Ну, либо, да, вы действительно этого мужчину просто вот продинамили, сказав ему неправильный телефон, либо, например, дав ссылку там не на ваши соцсети, как-то так не идет. Вам тогда этот мужчина тоже понравился, но вы, скорее всего, знаете про его репутацию, и опять же видели, что он там в толпе женщин, да, и женщины ему не дают прохода, вы такая думаете, ничего себе, да, вот это вот павлин столько женщин привлек. Да, может быть, вы даже как-то осуждающе к нему отнеслись. Но опять же, вы видели, что он красавчик, да, может быть, подумали, что он там какой-то эгоист, нарцисс, да, и вы такая, ага, сейчас буду давать тебе свои контакты. В общем, здесь вот явно время между вами, и сколько бы времени ни прошло, этот мужчина, он все думает, какая вы, кто вы такая, кто она, эта прекрасная незнакомка, как ее найти. Скорее всего, он расспрашивает о вас, тех людей, которые вот прям рядом были. Но опять же, да, может быть, не все вас знают, да, либо вы попросили своих знакомых о вас никому ничего не говорить, а не давать там контактов, не давать ссылок, ну, чтобы огородить себя, да, от ненужных поклонников. Может быть, в это время вокруг были эти все женщины. Может быть, он у этих женщин спрашивает. Они из-за ревности не говорят ему, кто вы такая. Даже, например, если знают. Тут все что угодно может отыграться. Но я вижу, что здесь не все так просто. Здесь показано, что вы с этим мужчиной должны встретиться. И встреча ваша действительно будет очень неожиданной. Здесь встреча, новая встреча показана. И причем она как-то показана как на его территории, либо на территории, где он себя максимально уверенно чувствует. Неожиданно вы встретитесь, вас судьба снова с ним сведет. И здесь показано, что он больше не будет теряться, что он возьмет вас в оборот и начнет вас расспрашивать, кто вы такая, как вас зовут, какой у вас телефон, как вас найти. Да, начнет говорить, наверное, о том, что вы произвели на него впечатление, что вы ему очень сильно понравились. И он видит в этом знак судьбы, да, он кучу вам всего интересного расскажет. Но опять же, рядом куча женщин крутится, и вас это будет очень сильно либо напрягать и смущать. Да. Вы скажете, ничего себе, вот это я попала. Какой-то красавчик, окруженный свитой женщин, да, еще ко мне пристает. Не знаю, как-то вы ему не верите, либо вы, в принципе, не привыкли верить симпатичным мужчинам. Да, возможно, вам кажется, что они все какие-то там альфонсы, жигало, абьюзеры, может быть. В общем, какая-то тут дилемма. Может быть, вам другой тип мужчин нравится. Может, вы не любите симпатичных, а любите брутальных, да, там, харизматичных любите. Опять же, все вы разные. Но вижу, что у него искра в сердце. И если эту искру поддерживать, то тут и пламя появится, пламя любви, пламя страсти. У вас же я вижу больше как вопрос, да, ну типа, что он ко мне пристал, зачем он ко мне пристает? Недоверие, да, недоверие, потому что личность, он, ну я так понимаю, среди женщин популярная, и вы не хотите стать жертвой альфонса, это 100%, да, либо жигала не хотите стать жертвой. Вот, и у вас такое, не, только не со мной, да, со мной такие штуки не пройдут. Может быть, вы даже гордитесь тем, что вы женщина, которая смотрит не на внешние проявления качества, не на состоятельность мужчины, а именно на его качество, да, на его действия, поступки. Вот на это смотрите. То есть вас там богатые, симпатичные мужчины не впечатляют. Вас там впечатляют мужчины деятельные, герои, активные, да, которые там и помогут, и мимо не пройдут, и слабого защитят. Да? Возможно, вы на это внимание обращаете. Возможно, вам нужен другой подход. Так, еще здесь показано, что этот мужчина, он, если вы ему позволите, он очень красиво будет за вами ухаживать, он красиво будет вас добиваться. Он все для вас делает, кроме одной вещи. Он не сможет избавиться от этих вечно
орущих, вечно охотящихся за ним женщин. Да, они для него тоже обуза. Он не хочет их привлекать, и они его утомляют. Это тоже, извините, тяжело отбиваться от такого полчища женщин ежеминутно, ежечасно. Но, тем не менее, он за вами красиво ухаживает. Эти женщины, они ходят, круги наворачивают. Вас это раздражает, вы ему не верите. И здесь вот прям такая патовая ситуация просматривается. Но, с другой стороны, этот мужчина настойчивый, и этот мужчина, он, в принципе, положительный сам по себе, как добрый герой. Вот, может быть, что-то и получится, может быть, что-то и срастется, ну, если вы дадите шанс. Искра у него в сердце точно к вам есть. Он вас ищет, и судьба позволит вам встретиться. Еще, мои хорошие, здесь еще один образ показали, но здесь мужчина с рыбой. Мужчина с рыбой, которого вы точно знаете. И с этим мужчиной вы какие-то дела имели. Может быть, это ваш клиент, может быть, это ваш какой-то бывший работодатель, может быть, это человек, с кем у вас там совместный бизнес был. Но явно вас что-то связывало, и это деньги, да, похоже на деньги. Этот мужчина вас ищет для того, чтобы что-то возобновить, для того, чтобы, ну, не знаю, вместе поработать, опять вести общий бизнес, сделать у вас заказ, возможно, пригласить вас снова к себе поработать. Вот ради этой цели ищет. Ищет он вас не сам, а он кому-то как поручение дал. Кому-то, кто очень ревнивый, кому-то, кто с головой не дружит. Да? Возможно, он дал поручение ревнивой женщине. Может быть, это его жена, либо его, ну, допустим, подруга. Да? И она очень сильно переживает ревность, переживает, что этот мужчина вас ищет не из-за деловых интересов, а из-за личных. Здесь очень похоже, что эта женщина хочет помешать тому, чтобы ваша встреча произошла. Вот, имейте это в виду. И если у вас какие-то хорошие клиенты были, либо работодатели, либо те, с кем вы бизнес общий вели, не грех о себе напомнить, хотя бы, ну, не знаю, смс-кой. Да? Возможно, этот мужчина, он потерял ваш телефон. Но все бывает в нашем мире. Там, потерял телефон, там, не знаю, утопил, разбил, да, украли в конце концов. Да, вот личная информация, она может потеряться. Поэтому не грех о себе напомнить. Этот мужчина хочет вам опять платить, либо щедро вам платить, либо, ну, опять же, восстановить сотрудничество с вами. Это не про личную жизнь, это именно про работу. И какая-то ревнивая женщина, которая должна, по идее, вас искать, она этого не делает. Наоборот, она все еще больше вот запутывает. И какую-то информацию, которую она о вас там имела, либо нашла, она ее удалила. Да, чтобы вот, не дай бог, вы не встретились. Это очень некрасивое поведение, и ревность, конечно, ей навредит жизни, и не навредит не раз, но это уже ее история. А вам, если вам нужны деньги, если вы хотите работать, не грех о себе напомнить своим бывшим работодателям, бывшим клиентам и, возможно, бывшим бизнес-партнерам. Вот точно не лишнее будет, а может быть даже и очень полезное. Потому что речь идет о очень большой рыбе. Не просто рыбе, а большой рыбе, о больших деньгах. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.